Дорогие друзья, как я вам и обещал, я расскажу о том несчастье, которое сейчас переживает семья Кардашовых, чей сын был похищен в Дагестане. Вот уже как 1,5 года минуло с тех пор, как горский еврей Алексей Кардашов был похищен в Дагестане и вывезен в Чечню. Где он и что с ним происходит по сей день, мы так и не знаем. Более года я занимаюсь этим вопросом. Кому только я совместно с семьей, которая проживает здесь в Израиле, не обращались. Но, к великому сожалению, Алексей до сих пор еще не найден. Хотя были некоторые положительные сдвиги. И надо отдать должное, что после вмешательства Министерства иностранных дел Израиля, некоторых депутатов от партии Ликуд, а также самого президента Руви Ривлина, которому я лично благодарен, правоохранительным органам Российской Федерации удалось задержать 2 подозреваемых, причастных к этому делу. Впоследствии они назвали имена 2 главных преступников. Оказалось, что ими являются работники Чеченской Республики, полиции Чеченской Республики, которые на данный момент якобы находятся в федеральном розыске. В принципе, поймать, допросить главных подозреваемых не составляет особого труда. Их имена известны, они довольно известные люди. Однако, местным органам власти, скорее всего, невыгодно афишировать это дело, так как оно может пролить грязь на всю существующую систему. Вот поэтому весь процесс зашел в тупик. И нам необходима помощь от любых органов правоохранительной власти государства, и в том числе помощь от самого народа. Самое обидное во всем этом, что никому нет до этого дела. И что одинокая мать, проживающая в городе Хасавюрте в Дагестане, практически оказалась одна со своим горем. Члены семьи, проживающие здесь в Израиле, конечно, как могли, пытались помочь на своем уровне. Они обращались в различные инстанции, еврейские организации, к правительству Российской Федерации, а также представительству партии НДИ, зарекомендовавшей себя как борющейся за права русскоязычной общины. Кстати, на тот период времени партия имела в своих рядах министра по делам Альи и абсорбции. Так вот, ни представители еврейской организации, ни представители партии НДИ так и не отозвались на помощь. Более того, партия НДИ даже не проявила никакого сочувствия и понимания в данном вопросе. И после моей случайной встречи с одним из депутатов партии в Кнессете, не буду называть его имени, я получил исчерпывающий ответ, что это, мол, не их дело, и это их не касается. Позор вам. После всего, что мне довелось видеть и слышать при попытках разрешения данного вопроса, данной темы, а таких тем у меня много, то возникают лишь вопросы и недоумения. Куда исчезли все наши земляки и соотечественники? Где все наши влиятельные, хваленые меценаты и олигархи? Почему наши сайты, а их много, интернет-порталы не освещают эту проблему, хотя я лично посылал им материал? Почему наш народ молчит и ко всему проявляет безразличие? Почему подавляющее большинство наших соотечественников, вместо того, чтобы по мере своей возможности потребовать вмешательства, например, нашего государства в разрешении данной проблемы, обратиться в посольство Российской Федерации, а также можно подключить к сотрудничеству своих товарищей из России, с Кавказа и так далее и тому подобное, продолжает дружно заигрывать с теми, кто этого не заслужил. Если в таких ситуациях мы не проявим понимание, сочувствие и солидарность, если мы в трудные минуты не поможем своим собратьям, а вместо этого будем на побегушках у разных политиканов и положенцев, то грош цена всем нам, как народу и как общине. Спасибо за внимание и за понимание.